Так, подошло время представить вам следующего спикера. Его зовут Фарход Пулатов. Он является сооснователем Сор Пиццы, руководителем отдела разработок в компании Вавилон Мобайл. Фарход, пожалуйста. О, вы уже здесь? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Фарход. Я работаю руководителем отдела в компании Вавилон Мобайл и являюсь, как сказали уже ранее, соучредителем первой онлайн-пиццерии. Почему первый? Потому что как до нас, когда мы проводили ресерч о том, что есть ли подобный сервис или нет в городе Душанбе, то это оказалось, что мы одни из первых, кто создал пиццерию и вообще занимался Dark Kitchen в Душанбе. Я начну. Если что, я извиняюсь, я слегка нервничаю, хотя я очень часто, не часто, но много выступал. Но все равно не смог избавиться от этой привычки. Так, я больше 16 лет в IT. Немного расскажу о нашем бизнесе. Мы уже больше 3 лет на рынке работаем. Мы используем современные технологии для улучшения нашего сервиса, для именно внутренних процессов. И в основном наша система состоит, и вообще наша компания состоит из 3 основных модулей. Это операторский модуль, это когда наши операторы принимают заказы. И в самом начале они курировали всем этим заказом от начала и от процесса принятия заказа до процесса получения заказа клиентам. И кухонный модуль – это часть, где у нас отдельная кухня, где наши повара готовят пиццу. И курьерский модуль – это когда это наша система и вообще часть нашего бизнеса, где отдельная часть, где где курьеры. Они занимаются в основном доставкой, не в основном, а только доставкой, забирая заказ на кухне и там доставляя до двери клиента. Я сейчас подробнее расскажу о всех модулях. Моя презентация в основном должна была раскрыть, очень было много вопросов о том, что внедрять, как внедрять IT в бизнес и так далее. И отчасти моя презентация будет отвечать на эти вопросы. Потому что, когда мы создавали наш стартап больше 3 лет назад, мы не знали вообще, с чего начинать и как делать. И были идеи о том, чтобы там создать очень классный сайт, приложение, откуда смогут наши клиенты заказывать свои пиццы. Но со временем мы поняли, что сайт, приложение – это не самая важная часть данного бизнеса и вообще. Что по ходу дела мы можем понимать потребности наших клиентов и потребности нашего бизнеса и уже наши IT-решения подстраивать под эти потребности, а не наоборот. В основном, какие были проблемы в операторском модуле за последние 3 года нашего бизнеса? У нас в основном была длительная обработка заказов. Это в самом начале, когда, как говорили ранее, большинство стартапов начинают принимать заказы или вести какую-то некую CRM в Excel. У нас была та же самая история. Наш оператор вел заказы и вообще информацию о клиенте вел в Excel. Это занимало очень много времени, но так как тогда у нас заказов первые полгода было вообще мало, в день могло быть 5 или 3 заказа, то это вообще с этим не было никаких проблем. В итоге, через уже полгода у нас уже было больше заказов, и в пик, когда одновременно было по 5-6 заказов в течение 10 минут, и когда уже заказы задерживались, клиенты звонили и жаловались, где мой заказ. Наш оператор не мог понять, на каком этапе находится его заказ. Это очень сложно. Когда ты не можешь клиенту сказать сейчас, когда будет твой заказ, и чаще всего наши операторы на автомате, сотрудники начинают врать. Ваш заказ находится в процессе доставки, вот курьер вам сейчас позвонит.
ставит трубку и начинается узнавать там телеграмму, писать, спрашивать, что с этим заказом, а там заказ еще даже готовить не начали. Оказывается, там его забыли или еще что-то. Очень много таких ситуаций было. Поэтому это одна из важнейших проблем, когда ты не можешь клиенту, который звонит тебе, и ты не можешь сказать, на каком статусе его заказ. Это там очень плохо влияет на лояльность клиента к тебе. И недостаток информации о клиенте. Ну, это, знаете, больше как фича. Обычно вы же, когда звоните куда-то уже в крупной компании, там с вами здороваются по имени. Мне кажется, это вообще классно. Это вообще классная штука, и мы это внедрили у себя. Каждый клиент, который звонит нам в колл-центр, наши операторы, они являются также и продажниками. Они индивидуально подходят к каждому клиенту. Они уже ведут себя, будто они с ним уже знакомы, и будто они его узнали. Хотя клиент звонил там месяц назад. Они обращаются к нему по имени. Там, допустим, здравствуйте, Сиуш, вам как обычно? Там, вам пепперони и там воду, колу, как обычно. Вам на тот же адрес? Да. Клиента ощущение, персонализация о том, что к нему лично обращаются, его уже знают, и он особенный. Это очень важно. Как мы решили эти проблемы, которые я выше упоминал? Это внедрение CRM-системы для автоматизации, онлайн-обработки и так далее. Ну, тут куча очень классных слов. Мы после того, как создали наш сайт и так далее, через полгода ввели Excel для наших клиентов. Мы запустили процесс создания CRM-системы, где наш оператор сможет заводить заказы, где сможет вводить информацию о клиенте. После запуска этого процесса мы заметили очень большой прирост. То, что наши клиенты стали возвращаться. Наш оператор смог отвечать на вопросы, где его заказ, в каком моменте он. Это увеличило лояльность к нам. Также мы уже понимали и могли вести как некую аналитику, сколько мы продали, когда продали, какой оператор сколько заказов обрабатывает, насколько какой оператор может продать больше. Для бизнеса это очень важно, цифры. Но это также создание. Третья часть, это тоже больше относится к отслеживанию статуса, как я уже сказал. Результаты. Сократилось время обработки клиента. То есть, когда он звонит, если оператор вводит CRM-системы, она создана так, что оператор мог быстро заполнить все данные, а если уже клиент повторный, то чаще всего информация о нем, или если это повторный заказ, занимает там до 20-30 секунд. Это сократило процесс приема заказа. А чаще всего наши клиенты любят много разговаривать. Я не знаю почему, то они звонят с операторами, очень много обсуждают, что заказать, куда заказать, как сделать. Некоторые наши разговоры наших операторов могут достигать до 2-3 минут. Это очень много. Это снизило количество ошибок, отмененных заказов. Потому что эта система единая, система вводится в CRM, именно заказы. И на кухне могут видеть этот же заказ. Операторы могут видеть этот заказ. И это уменьшает количество ошибок. И, как я уже сказал, что это уменьшает, оперативно можно дать информацию о том, где находится заказ клиента. Также я расскажу сейчас вам о процессе внедрения именно этой системы CRM. Чаще всего те бизнесы, которые уже работают и пытаются внести какие-то IT-новшества, у них могут быть сложности. Много бизнесов сталкивались с этим, и я как сам разработчик, когда у меня заказывали какой-то некий софт, и мы пытались внедрить его, постоянно были жалобы о том, что так неправильно, то не работает или то. В итоге это одна из проблем, почему бизнес не может принять твой софт. Это когда персонал, который уже работал в этой компании больше года или 2 лет, не хочет менять
тот принцип работы, который сейчас устоявшийся. Это очень сложно именно переобучать или создавать новую привычку, или, грубо говоря, заставлять персонал именно принимать эти IT-решения. В нашем случае у нас не было сложности в этом для операторов, так как они, наоборот, увидели для себя ценность в этом, потому что они смогли оперативно объяснять клиенту, где его заказ, или оперативно принимать заказы. Наоборот, у нас с этим был большой... Операторы это быстро приняли и с легкостью пользовались этой системой. И теперь расскажу о кухонном модуле. Кухонный модуль, когда я говорю, я имею в виду, что это наша кухня, именно буквально кухня, где готовятся наши пиццы. Она у нас никак в самом начале не была автоматизирована, там ничего не было. Просто проходили или говорили повару, что надо ему приготовить 2 пиццы. В самом начале это нормально. Традиционные повара, которых мы брали на работу, они это воспринимали тоже нормально. Это было для них нормально и привычно. И к чему это привело? Чаще всего повара могли ошибиться с составом заказа. Кто-то услышал не так, кто-то прочел не так. Поэтому было сложно, вообще, не имея автоматизации, контролировать именно процесс ошибок, почему это было. Потом было сложно контролировать именно процесс готовки. Когда наши повара готовят, мы не можем понять, когда они начали этот заказ и когда они завершат приблизительное время. Любую работу можно перевести время, будь это там шитье, будь это готовка и какой-то еды и так далее. Любой бизнес должен всегда какой-то процесс переводить время для того, чтобы понимать и строить вообще свои планы на там последующие действия. Но если это именно процесс заказа состоит из нескольких действий, это прием, готовка и доставка. Что мы сделали? Мы установили обычный экран, это самая банальная штука. Это сейчас везде в фастфудах вы видели банальные экраны заказов, где наши повара были обязаны принимать заказы, указывать, что он в процессе, и завершать заказы для того, чтобы после завершения наши курьеры могли забрать заказ и отвезти его до клиента. Также мы условили время большинства заказов. Какие пиццы сколько готовятся, там картошка фри сколько готовится, и наши повара должны были работать в рамках определенного времени. Если повар принял заказ, значит он должен там за 7 минут завершить его. И он видел на экране, что этот таймер крутится, это раздражает, но они старались успевать. Какие результаты в итоге получили мы? В итоге у нас сократилось время готовки, потому что там был таймер, и они понимали, что у них запустился таймер, и они обязаны завершить его. Также количество ошибок именно в заказе уменьшилось. Повар должен был обязательно прочитать и принять заказ. Было сложно ошибиться, потому что ты прочитал, а потом только подтверждаешь его. Что еще у нас? И про процесс внедрения. Это был самый сложный процесс внедрения, мне кажется, один из сложных. Внедрить эту систему и заставить поваров работать по этой системе. То есть, чтобы они обязательно принимали заказ через экран, чтобы они завершали его в этом экране. Сложность была в том, что большинство поваров были привыкшие работать традиционным методом. Они не хотели принимать это новое новшество, потому что это так создавало некую прозрачность. Мы могли, как владельцы бизнеса, видеть, что повара там долго готовят,
Там часть заказов они почему-то вообще долго не принимали его, и там он был отвезен там курьером только через там 40 минут. Хотя заказ был маленький, его достаточно было, для него выделено было 10 минут, и он должен был там в течение 10 минут уже быть у курьеров. Что мы сделали? В первую очередь мы начали с пряника. Мы сказали, что, коллеги, смотрите, вот эти временные рамки, они реальные. Мы, потому что провели с нашим шеф-поваром там эксперименты, посчитали все, ввели некую систему расчета времени. Они были все реальные, повара это уже понимали. И сказали, что если каждый заказ вы будете делать вовремя, вы будете получать некий бонус от каждого успешного вовремя завершенного заказа. То есть повара, если они успевали сделать это в определенное время, в этот таймер, то они получали свой бонус. Больше половины поваров согласились, и им это очень понравилось. Они начали биться за эти заказы. Они даже это позволило выявить узкие места внутри кухни. Даже некоторые начали жаловаться на своих коллег, с которыми на смене они работают, потому что якобы они очень не отдаются работе, из-за чего они не могут получить свои бонусы. Дошло даже до вот такого. Теперь я немного расскажу о курьерском модуле. Это был самый сложный модуль за 3 года. Курьеры, я так скажу, это самые сложные сотрудники, с которыми очень сложно работать. Они не постоянные, они сложно контролируемые. И так как этот человек на машине, он там на мотоцикле, на велике, ты не можешь проследить, какой он дорогой едет. Курьеров было очень сложно контролировать. Почему? Потому что они ездили по дороге, и мы не могли видеть, почему они так долго. Они могли свалить все на пробку, они могли все свалить, что клиент не вышел и так далее. Что мы сделали? Мы внедрили систему трекинга курьеров. У них было некое приложение, в котором они принимали свои заказы. То есть я курьер, я нахожусь у кухни, и мне приложение приходит пуш-уведомление, что готов заказ. Я захожу на кухню, забираю его и в своем приложении указываю, что я его принял. С этого момента наша система трекает его движение. Наш клиент может видеть, где в этот момент курьер. Наш оператор может видеть в этот момент, где курьер. Наш менеджер видит. В общем, почти все могут видеть, где курьер. И поэтому это создавало там некую ответственность для курьера. Они начинали вовремя довозить. Они начинали переживать. Мы там могли некие моменты спорные, где мы сверяли, что почему это было так долго, мы могли увидеть, в какой отрезок времени, где он был. Что мы сделали дальше? Что мы получили в итоге? Мы получили быструю доставку, мы получили больше информации о курьере, и наш оператор в этот момент даже мог ответить клиенту, сказать, что, знаете, вот видя адрес клиента на карте и видя, где в этот момент курьер, мог сказать, что вот он через 5 минут, он там за поворотом. Тоже это увеличивает лояльность к клиенту. Также в этой системе мы включили некие плюшки для наших курьеров, где они могли выстроить маршрут до точки назначения. Это оказалось очень большим плюсом, хотя это просто мы не знали, что это вообще понадобится им. Потому что, как оказалось, большинство курьеров, которые работают у нас, они очень плохо знают Душанбе. Это позволило... У нас были курьеры, которые там месяц только в Душанбе. Что они делали? Они заходили, брали заказ, навигаторы делали на адрес, садились в машину, не зная дороги, вообще не представляя, куда они едут, они просто ехали по навигатору. Это вообще шикарная, мне кажется, штука, одна из шикарных штук, которую мы внедрили. В процессе внедрения какие у нас были сложности? Вот это самый-самый вот сложный модуль был, который мы вот заставляли наших курьеров использовать приложение. Вот это. Потому что, как оказалось, большинство курьеров, которые работали у нас, были недобросовестные.
Я вам сейчас расскажу один случай, как до внедрения этой трекинг-системы один курьер, какой случай был, он у нас доставлял на машине. И по какой-то случайности я шел там в пиццерию, там по каким-то делам, это был день, и мы увидели, как курьер садится в автобус и там едет клиенту доставлять. Зачем он это сделал? Мы выделяем деньги на бензин. И как оказалось, он часто злоупотреблял и смотрел, если по пути какой-то адрес, по какому-то маршруту, он дождался автобус, просто садился в автобус, довозил этот заказ, и деньги забирал еще отдельно за бензин, за транспортные, так сказать, расходы. И при этом заказ мог задержаться из-за того, что там это же автобус. И это самое ужасное, что может остыть. Пицца, остывшая пицца – это самое невкусное. Вообще не ешьте остывшую пиццу. Мы выявили таких курьеров. И те курьеры, которые злоупотребляли нашим доверием, они вообще ни в какую не хотели работать с этой системой. Были там отговорки. У меня не работает интернет, у меня нет денег. Мы начали финансировать, говорить, что вот эти деньги вам на интернет. Потом начались другие проблемы. Проблемы с приложением якобы. Почему-то у некоторых сотрудников это работало, а у некоторых нет. Дошло до того, что они просто отказались. Как мы выяснили, что это просто были недобросовестные. И в этом случае я предлагаю, если вы не смогли кому-то из вашего персонала внедрить какое-то решение, а часть персонала смогло принять, значит, скорее всего, в нем проблем нету, а проблема в самом сотруднике. Лучше меняйте его. Это, конечно, самый крайний случай, но он самый рабочий. Потому что новый сотрудник, который придет к вам в компанию и увидит изначально эти правила, что есть система, там нужно работать так. Если он их примет, то для него не будет другого мира до. У него будет мир, то, что он пришел, и это тут работать так, и он будет только работать так. Не будет с этим проблем. Так. И, конечно же, мы внедрили так же, как и поварам, чтобы им не было обидно. Если они успевают вовремя, мы им начисляем бонусы. Для того, чтобы они были заинтересованы в этом. Мы начисляем бонусы. В процессе внедрения этой бонусной системы мы с кучей проблем столкнулись. Мы выяснили, оказывается, наши клиенты могут заставлять наших курьеров ждать до 10-15 минут. Потому что бедный курьер не может там войти в дом, потому что там домофон. Он звонит. Клиент говорит, я сейчас спущусь. И это занимает 10-15 минут. Мы заставляли курьеров отмечать, что заказ доставлен после того, как он передаст клиенту. И мы выяснили, что, оказывается, есть промежуточный статус, который ожидаю клиента. И теперь наши курьеры начали менять там статус приложения о том, что он ожидает клиента. И в случае, если он его отметил, значит, он получает бонус. В заключение, вообще вся эта вот IT, внедрение всяких решений, зачем оно требуется в бизнесе? Изначально я всегда думал, что это технологично, это круто, это классно, вообще нужно делать, но за 3 года я понял, что кучу вещей, которые мы делали до этого, вообще не имеет никакого смысла и не нужно вообще этого внедрять. Нужно всегда исходить из твоих потребностей. Я как бизнес-владелец, я уже понимаю, что было бы здесь лучше. Как наш топ-менеджер, он вошел во вкус, он уже понимает, что мы можем всякие классные штуки внедрять, и он уже начинает тоже включаться и говорит, вот эти штуки нужны, это сократит время на расчет вот этих денег. Нам нужно для этого улучшить наш контроль. Нам нужно чтобы была возможность прослушивать наш колл-центр в режиме реального времени. А зачем? Оказывается, бывает много спорных случаев, когда клиент говорил одно, а почему-то колл-центр указал неправильный заказ. Это позволило избежать кучу проблем. Поэтому я считаю, что в основном, когда вы внедряете какие-то IT-решения, вы должны исходить из бизнеса. Вначале начать бизнес, поработать пару месяцев, и уже исходя из потребностей бизнеса, внедрять эти IT-решения.
порциями маленькими. Не нужно делать никакого крупного там внедрения, потому что большая часть наших внедрений, которые мы делали 3 года назад, оно вообще не понадобилось. Я вас сейчас удивлю. Приложения, которые, как все любят компании создавать, там для продажи, онлайн-магазин и так далее, заказ еды. 90% заказов идут только по телефону, идут по Инстаграму, там какие-то Телеграм-чаты и так далее. И только малая часть, она может идти через приложение. Поэтому не заморачивайтесь о таких вещах и крупных там внедрениях. И я считаю, метрики. Самое главное в бизнесе, эти решения должны вам позволить считать определенные метрики. Об этом мне 2 года назад говорил один молодой бизнесмен, мой друг. Я всегда думал, метрики, что это значит? Он говорил, числа в бизнесе, это очень важно. Я думал, какая разница числа? Но я знаю, что я там сегодня продал сделал 100 заказов, там продали 150 пиц. А что еще знать? Метрики не только в расчете продаж или сколько денег вы заработали, а именно метрики в том, что сколько ваш заказ готовится, там, сколько у вас успешных заказов, сколько у вас жалоб. Это все метрики, это очень важно для бизнеса. И имея эти метрики, вы можете понять, в каком состоянии ваш бизнес, и через 2 месяца вы можете повторно проанализировать и понять, он идет в лучшую сторону или в худшую сторону. Стоит ли что-то менять или не стоит что-то менять. Потому что в бизнесе невозможно за один день там все улучшить, все сделать классным. Это весь процесс длится там от недели, месяца, полугода, года. В нашем случае это занимает месяц-2 месяца. Какие метрики мы внедрили? Это время готовки, как я говорил. Мы начали понимать, что можно ускорить время готовки, это очень важно. Время доставки. Мы улучшили время доставки, и это очень хорошо отразилось на бизнесе. Это очень важно, чтобы время доставки было быстро, потому что когда клиент заказывает, он голодный, и он хочет здесь и сейчас. А голодный клиент – это злой клиент, очень ужасный клиент. И жалобы клиентов. Мы начали собирать информацию о жалобах клиентов в количестве, какие жалобы, в каком направлении. И мы поняли, что где у нас что хромает. Исходя из этих моментов, мы эту сторону начали улучшать. Поэтому важно, чтобы в вашем бизнесе всегда были метрики. Спасибо за внимание. Супер, спасибо большое. Фарход, большое вам спасибо. Очень поделились своим личным опытом. Все было очень познавательно. Я, допустим, не знал, что настолько круто все выстроено в плане именно аналитики, да, в плане выявления по логистике, да, ваших курьеров. Это очень здорово было, супер. Ребят, осталось очень мало времени, потому что наши спикеры постарались предоставить максимум информации. Поэтому у кого остаются вопросы, есть желающие, какие-то вопросы? Буквально 2-3 человека, потому что очень ограничено время. У кого не осталось вопросов, вы можете уже присоединиться к фуршету. Он предстоит, ребята наши вам подскажут, где он расположен. У кого есть вопросы, пожалуйста, начинаем. Я хотел спросить именно про IT-часть вашей компании. Какие языки программирования вы используете? Самый простой язык программирования – это PHP. Он самый банальный, потому что я его знаю, и часть своих наработок я делаю сам, поэтому я использовал его. И такой совет, что не надо заморачиваться по поводу технологий. Что вы знаете, лучше используйте это. Какой доход вашей компании в год? Или в месяц? Позволит поехать на Бали там несколько раз в год. А сколько IT-сотрудников вы имеете в вашей компании? IT-сотрудников? Да. Один я. Только вы? Да. Мы все знаем, что бизнес это начинается это совместная работа двумя или трем человеками, людьми. Называется co-founder, на английском будет co-founder. Я хотел спросить, сколько вам было, когда вы основали это компьютер? Сколько нас человек было? Да, и сколько вам было? Сколько мне лет было? И сколько человек было? Это было 3 года назад, я не знаю, это тогда 30, наверное, мне было, или 31, но я до этого другими мелкими бизнесами занимался, я уже всякими стартапами занимался, интересно было. У меня даже там в 20 лет уже я там игровой кафе открывал, чтобы чисто играть. Но у меня уже, так сказать, как оказалось, я к 30 годам понял, что я, оказывается, этим занимался, а я это вообще не воспринимал как бизнес. А оказывается, это бизнес. И нас было 2 соучредителей, у нас все еще 2 сооснователей. Он маркетолог,
Я, так сказать, IT-специалист. Очень такой классный тандем получился. А как вы делите доход? 50 на 50. 50 на 50? А Да. это не возникает какие-нибудь трудности? Человек, которым я занимаюсь этим, он, знаете, он вообще никогда не думал о деньгах. И я, если честно, уже работая там в Вавилон, отлично зарабатывал как руководитель. У меня еще там просили принимать участие в некоторых стартапах, как там специалиста. И у меня уже был хороший доход. Поэтому больше было желание создать что-то такое классное, чтобы там как минимум там, из 3 людей 1 человек мог знать твой продукт. Вообще это классное чувство. Я хотел просто прожить это чувство. Спасибо большое, я много чего узнал. Спасибо. Я думаю, что у вас получилось, Фарход. Хороший продукт. Еще были, да, желающие? Ребят, постарайтесь поскорее, да, форсировать. Хорошо. Очень хорошо было выступление, мне очень понравилось. Вопрос. Имея ваше знание сейчас, и если бы вы, к примеру, вернулись на 10-15 лет назад, то как бы вы начинали свой путь? То есть сразу создавать свой бизнес или как? Нет, но по-любому я бы создал свой бизнес, имея тот багаж знаний, который у меня есть сейчас. Но мне пришлось пройти этот весь путь, там, от бизнеса, найма и так далее, все еще, для того, чтобы получить этот вообще багаж знаний. Я в Вавилоне, работая, получил огромный багаж знаний, после чего у меня вот появилась такая уверенность и много информации вообще в процессе бизнеса. Это вот благодаря Вавилону. И вообще до этого другие компании, но они больше по части IT. И вот, к примеру, разработка чего вы бы начали, имея, к примеру, если бы вы только-только начинали свой путь? Честно, что угодно, знаете, разработка, я считаю, что нужно не разработкой заниматься, если вы хотите какую-то IT-компанию, не заниматься разработкой именно там для всех, там, так сказать, по заказу. Я бы создавал бы определенные продукты, популярные продукты. Даже тот же софт там, типа для супермаркетов. Вообще, если бы это 10 лет назад бы сделал я бы, наверное, продавал бы супермаркетом, я бы уже давно бы стал бы миллионером. Потому что это очень вот эти банальные вещи, они незаметны глазу, но, как оказалось, мелкий и средний бизнес, они понимают в этом плюс, и они его покупают. Они ежемесячно платят, обслуживаются. Там мелкие деньги, но это очень большое количество их. Хорошо, спасибо большое. Сейчас я извиняюсь, сейчас по очереди девушка. Здравствуйте. Извините, у меня вот такой вопрос. Не имея человек каких-нибудь навыков в бизнесе или в экономике, если человек, например, как я учусь вот на юридическом, но хочу открыть свой бизнес, можете ли вы мне дать какие-нибудь советы в этой сфере? Могу ли открыть или... Банальный совет. Если какая-то определенная сфера вам понравилась, идите просто наймом, работайте там несколько лет. Ну или полгода хотя бы. Зачем это? Для того, чтобы знать изнутри вообще, как это работает. Станьте помощником, там, я не знаю, начните помощником бухгалтера, помощником директора, помощником какого-то топ-менеджера за маленькие деньги. Но вам эти знания понадобятся, вы поймете. Но начните просто понимать там некоторые действия топ-менеджеров. Я лет 5 назад, вообще лет 10 назад, некоторые действия многих бизнесменов не понимал. Я думал, глупо же это, зачем так делать? Спустя вот время ты понимаешь, говоришь, да не, оказывается, не глупо. Это я тогда был глупый, что так думал. Ну, извините еще раз. Я вот хочу открыть свой бренд косметики. Ну, поэтому... Ну, я вот сомневаюсь, мне говорят, что это трудно, или вот так, может быть, потому что, во всем мире очень много уже топовых брендов косметики, и еще, у тебя нету никаких навыков в этой сфере, будет ли тебе трудно, или вот так. Я вот, вы же успешный предприниматель, вот в этой сфере я хочу вот именно услышать ваше мнение по этому. Прям если сказать... там без подбодрения или так далее, там просто вам понадобятся деньги и немножко вот опыта в предпринимательстве, в маркетинге. Я думаю, это можно реализовать. Хотя бы найти свою небольшую нишу. Не обязательно, чтобы у вас был какой-то популярный бренд.
Я слышу иногда, находят какие-то бренды, знакомые девушки, там жена, что вот какой-то классный бренд, корейский бренд, вот этот классный, у этого блогера увидела. Я думаю, там много путей, там завоевать там сердца своих клиентов. Но там, знаете, вам нужно посмотреть не эту часть, как его популяризировать, это там второстепенно. Первую часть, как реализовать вообще, как создать этот бренд, как косметику создать, там внутреннюю часть бизнеса, хватит ли у вас денег и времени, возможность. Потому что большинство бизнесов ломаются на моменте, когда они рассматривают процесс открытия и весь месяц работы. Они смотрят, что нужно полгода или год платить за просто существование этого бизнеса. Мы где-то год платили нашему персоналу для того, чтобы они просто работали. Чтобы ничего не делали, не готовили. Мы платили, говорили, вообще не переживай. Нет заказов? Да вообще не переживай, это нормально. Мы такие ожидали вообще. И мы платили им. Мы причем платили хорошо. Потому что большинство сотрудников, когда не видят клиентов или нет продаж, они нервничают. Они думают, что здесь все плохо, сейчас закроется, сейчас уйду и пытаются найти новую работу. Поэтому вам нужно просто деньги, наверное, много денег. Понятно, спасибо огромное. Спасибо за вопрос. Вот еще один вопрос, последний. Как вы считаете, что внедрение искусственного интеллекта вот в сфере IT-бизнеса будет актуально? Ну, в ближайшие Отличная 3-5 штука. лет. Я уже даже внедряю. Да? Телеграм-бот мы создаем для того, чтобы наш оператор, не оператор, наш виртуальный оператор, для того, чтобы мог принимать заказы. Он уже общается. Вот мы интегрировали его с ChatGPT, но это там в тестовом режиме. Ты общаешься с Telegram-ботом, задаешь ему всякие вопросы, и иногда его даже, мне кажется, сложно отличить, но там некоторые шаблоны, понимаешь, что там человек может понять, что это какой-то автоматизированная система отвечает. Он принимает заказ, он прям текстом, он понимает, какую ты хочешь пиццу, даже советует, берет кучу информации и оформляет твой заказ, и он попадает к нам в систему. Но мы это еще экспериментально запустили, но так что еще, но не так. То есть не в ближайшие годы это будет, да? Ну, уже примерно... сейчас. Ага. Сейчас. А как вы думаете, для этого нужен специальный, ну, хотя бы один человек, чтобы наблюдал за процессом, чтобы не произошли какие-то сбои в системе? Ну да, наверное. Да? Конечно. А как вы думаете, вот какой IT-бизнес будет эффективным, самым востребованным в Таджикистане? Честно, не знаю. Да, невозможно сказать точно, что именно. Все начинают говорить, что будет искусственно там аналитики, там big data и так далее, но я думаю, вот эти все части IT, они найдут свою нишу. Хорошо, спасибо. Спасибо всем, спасибо за вопросы, спасибо за участие, активность. Благодарим наших спикеров. Фарход, большое вам спасибо. Также сейчас вот вручим, да, подарки, получается, ребятам. У нас-то их всего-то было, да, три человека, да, кто вопрос задал? Я же не ошибаюсь, 3 человека было, да? Вот был молодой человек, девушка и девушка. Вот 4 было вопроса. Я думаю, что да, я думаю, что можно было справедливо раздать их еще другим. Вы можете задать свой вопрос на фуршете. Я прошу прощения, время очень ограничено. Так, девушки, наверное? Девушкам, да? Девушкам. Девушкам. Да. И еще был молодой человек, кто задал вопрос. Я думаю, что да, было бы справедливо, так как у молодого человека уже книжка есть, да. Другим раздать, да? Давайте я помогу вам, Фарход. Давайте. Эта книга вам. Эта книга вам. Еще одна книга у нас остается для кого, Фарход? Вот молодой человек вопрос задавал. Могу вам помочь подсказать. Передадим ему. Пожалуйста. И на этом мы закончим нашу сессию. Я благодарю еще раз всех вас.